Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события и новости сегодняшнего дня. Начнем с такого информационного сообщения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ провел отдельное мероприятие «Международный ответ на оккупацию Крыма. Следующие шаги», в рамках которой рассказал о 5 приоритетах крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба нашего внешнеполитического ведомства. Предлагаю вместе послушать. По-перше, безпека, включаючи свободу мореплавання. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-окупанта. По-третє, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п'яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку і навколишнє середовище. Політолог Світлана Кушнір зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, вітаю вас. Витаю вас. Вы слышали 5 приоритетов, которые определил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках крымской платформы. А как они будут реализовываться, вопрос? Как думаете? Ну, знаєте, Вы так тяжело вздохнули? Так, з огляду на те, що про цю платформу або про створення певного такого парламентського виміру для урегулювання ситуації і деокупації Криму говорили давно, то з одного боку я радо вітаю створення такого об'єднання і такі заявлені вимоги. З іншого боку, давайте будемо чесними, що шлях до деокупації буде непростий, складний. І він лежить, по-перше, в площині міжнародної спільноти, яка має тиснути на нашого ворога. Ми знаємо, що деякі країни вже погоджуються входити в цю платформу і, можливо, стануть тим знаковим. І це може бути знаковим кроком для того, щоб залучати все більше і більше країн. Чему я так тяжко вздохнула тяжко? Потому что я понимаю, что так или иначе нам нужно садиться за стол переговоров. Хотим мы этого или нет, нам придется за стол переговоров садиться с оккупантом, хотя вы знаете, что Российская Федерация полностью отвергает вопрос Крыма и говорит, что этот вопрос закрыт. Кроме всего прочего, я надеюсь, что у народных депутатов, которые входят в эту крымскую платформу, хватит сил и возможностей дожать других народных депутатов или убедить их присоединиться и работать системно, прагматично, практично над законодательными актами, которые помогут урегулировать этот наш путь. Во всяком Мы с вами сейчас говорим о двух. Вы сейчас говорите о двух разных платформах. Это межфракционное объединение «Крымская платформа», которую создали в парламенте, и есть же крымская платформа, которую инициирует наша власть. Да, вот я просто говорю о том, что эти вроде бы как платформы, они не разные на самом деле. Они одно и есть продолжение, одно к другому. Потому что без парламента мы не сможем решить эти вопросы, понимаете? А без международной поддержки мы тоже не можем решить эти вопросы. Поэтому я понимаю, что, может быть, надо было выбрать разные названия, хотя, с другой стороны, может быть и хорошо, что эти названия одинаковые, но чтобы мы уже не путались в этом плане. Ну хорошо, какие практические шаги могут делать народные депутаты Украины, могут делать участники Крымской платформы, инициированной властью в направлении деоккупации полуострова? В чем они будут заключаться? Вот эти практические шаги. Приоритеты определились, мы поняли, все прекрасно, хорошо. А как их реализовывать? Механизмы какие? Вот как раз о механизмах. Да? Мы знаем, что в парламенте пока вопрос Крыма как такого ключевого фактора и как его решать. Какого-то единого мнения, какого-то единого подхода нет. Возможно, сейчас в парламенте этот подход будет нарабатываться.
точно так же, когда работает парламент, параллельно Министерство иностранных дел и господин Кулеба понимают, что вот этот вот посыл от парламентариев им нужно будет нести вовне. Поэтому можно будет тогда говорить и привлекать другие страны присоединяться к нам. Возможно, будет поставлен вопрос усиления санкций. Возможно, мы примем еще какие-то решения. То есть на самом деле, давайте честно скажем, что в Украине дискуссии широкой, общественной не ведется. Если по нашему конфликту на Донбассе у нас есть международная площадка, Минская переговорная группа, если есть высшего уровня площадка, это нормандская четверка, то по Крыму такого нет вообще. А от чего это И тут зависит? Как думаете, это пробел власти или, возможно, нет запросов среди народа? Я думаю, что все-таки это больше пробел власти, это по одной простой причине. На Донбассе у нас кровопролитие, а Крым как бы вот у нас забрали, к сожалению, вот таким образом. И Крым на сегодняшний день не создает каких-то видимых проблем. Знаете, это как проблема, которую не замечают, к сожалению. Я считаю, что это было неправильно в корне. Нужно было вести параллельно создавать эти две международные площадки и вести их параллельно одновременно. Но, как мне говорили представители власти минувшей, у них просто не хватало сил физических и дипломатических для того, чтобы этот процесс начинать. Это их не оправдывает, но тем не менее хорошо, что хотя бы сейчас часть и народных депутатов, и часть полит-истеблишмента начинают об этом говорить. Но, Это же не совсем так, потому что Крым же не просто проблема Украины. Мы же видим, как сейчас Россия милитаризирует полуостров, проводит системные свои военные учения в Черном море, милитаризирует Азовское море, Черноморский регион. И это ведь угроза безопасности не только Украины, это же угроза безопасности всего Черноморского бассейна. Гульсум, на самом деле эта проблема, угроза, стала явная буквально в последние 2 года. Перед этим, когда Крым нашпиговывали новыми военными базами, когда туда завозилось вооружение, когда туда заводился новый контингент российских войск федеральных, явной проблемы никто не замечал. Ни Турция, ни страны Черноморского региона, правильно вы сказали, и международные партнеры. Для нас было важно постоянно по поводу Крыма продлять санкции. Слава богу, в этом наша международная коалиция Украину поддерживала. Но каких-то других вещей, сильных каких-то, знаете, таких язвительных против Российской Федерации не применялось. И только в этом году и в прошлом году немножко мы можем вспомнить, почему все произошло. Это произошло после захвата наших моряков. Эта явная военная угроза обрисовалась четко. Поэтому мы потеряли время, но тем не менее сейчас этими фактами можно оперировать и показывать. Уважаемые страны Черноморского региона. И не только Черноморского региона. Вы знаете, что и Эстония, и страны Прибалтики, которые понимают, что для них Российская Федерация является достаточно серьезным агрессором и потенциальной угрозой, готовы присоединяться к нашим подобным мероприятиям. Был когда-то такой даже идея Балто-Черноморского союза для того, чтобы Украина могла на этой международной платформе свои продвигать интересы и заручиться поддержкой стран Балто-Черноморского вот этого перешейка, скажем так, да, хотя это практически, можно сказать, пол Европы, пол европейского континента. Поэтому вот военная угроза явная, она обозначилась только в прошлом году с захватом украинских моряков и украинских суден. Вот. То, что сейчас это, наверное, становится обсуждаемой. Вы знаете, что в черноморские воды Черного моря заходят иностранные корабли, и Российская Федерация на это очень нервно реагирует. И если бы мы начали этот процесс раньше, если бы к нам подключилась та же Великобритания, вы знаете, что ее эсминец заходил в воды Черного моря, возможно, было бы
все по-другому. Но история не терпит сослагательного наклонения, поэтому будем сейчас, вот пускай это будет отправной точкой, и дипломатический канал, международная платформа, и законодательный канал, это Крымская платформа межфракционного объединения. Я очень бы хотела, чтобы они гармонично работали и нарабатывали определенные механизмы. Сказать, что я могу вам ответить, какие это механизмы вот вы знаете, вот так по пунктам, скорее всего, нет. Я думаю, что даже у самих участников парламентской платформы мы сейчас всех ответов на наши вопросы не найдем. Но я надеюсь, что системная работа, которую они будут показывать в ближайшее время, она даст толчок для того, чтобы мы продвигались по этому пути. Тем более вы прекрасно Вы зна знаете, что Мгм. Организация Объединенных Наций постоянно мониторит ситуацию на Крымском полуострове и постоянно говорит относительно того, что наши граждане, крымские татары, и не только, и украинцы, да, которые остались на той территории, постоянно подвергаются и ущемляются их права. И мы можем Да, знать, но при мы можем этом, про это ну, говорить еще много. но при этом, да, принимаются резолюции и так далее, но при этом продолжается проведение таких заседаний по формуле Ария, куда приглашают коллаборантов, там слушают, те, очевидно, там врут. Не дискредитируют ли вот такие факты ООН как структуру, которая была создана для защиты мира и безопасности? Вы знаете, у международной дипломатии на этот счет другое мнение. Они всегда пытаются оставить некий люфт, зазор для страны оккупанта, для страны агрессора. Помните, как Меркель говорила в начале конфликта на Донбассе, на востоке Украины, и когда случилась аннексия Крыма? Давайте оставим Путину возможность сохранить лицо. Поэтому в международной дипломатии, которая на сегодняшний день никак не изменилась, эти подходы не изменились, несмотря на конфликт в Грузии, да, несмотря на конфликт в Приднестровье, несмотря на конфликт в Украине, вот, они оставляют этот люфт для агрессора, чтобы он сохранил лицо и вышел, ну, якобы, на мирные переговоры и вышел из этой ситуации, скажем так, не проигравшим. Вот вы знаете, в этой ситуации, конечно, нам, как стране пострадавшей, очень обидно, что наши международные партнеры не хотят давать Российской Федерации возможность проиграть. В то же время они, к сожалению, таким своим поведением не дают и Украине выиграть. Мы с вами говорили про страны Черноморского региона. Вы знаете, недавно министр иностранных дел Украины пребывал с рабочим визитом в Турецкой Республике. Там он в очередной раз обсудил с Мевлютом Чавушоглу Крымскую платформу по деоккупации, на что Мевлют Чавушоглу сказал, что они приветствуют эту инициативу. Сегодня появилось такое заявление от пресс-секретаря Путина Пескова, который сказал, что тема Крыма входит в число вопросов, по которым позиции Москвы и Анкары кардинально расходятся, но это не препятствует развитию отношений между двумя странами. Предлагаю его послушать. Крым относится к серьезным разногласиям. Здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму. Как вы думаете, этот фактор реально не препятствует развитию отношений этих двух стран? Вы знаете, у Российской Федерации и Турецкой Республики сложились такие интересные гибридные отношения. Поэтому я думаю, что главной позицией, на которой они обычно сходятся, да, ну как бы консенсус находят, это экономика. Поэтому, может быть, и нам следовало бы поучиться так выстраивать отношения, когда нашим потенциальным партнерам, потому что Турецкая Республика все-таки это потенциальные партнеры Украины, об этом заявлял неоднократно президент Украины Владимир Зеленский, помочь Турции увидеть какие-то перспективы вхождения в дипломатическую эту Крымскую платформу для того, чтобы на этой площадке становиться, хотя Турция и так есть достаточно сильным геополитическим игроком в Черноморском бассейне, становиться еще таким фактором давления на Российскую Федерацию дополнительно. Я не могу сейчас вам сказать, что бы мы могли предложить турецкой стороне, но
то, что для Турецкой Республики, для Реджипа Эрдогана очень важно, чтобы в Черноморском бассейне контроль и мир все-таки был частично из-за Турции. Это однозначно нам в плюс. Мы, как морская держава, не слишком развиты. Вы знаете, что у нас как бы не такой сильный военно-морской флот, Мгм. поэтому использовать возможности Турецкой Республики мы бы могли. Каким образом? Сотрудничество в военной сфере дает нам большие и широкие возможности привлекать Турцию. Допустим, вы знаете, что Турция является одним из лидеров в производстве БПЛ, да, Беспилотник. беспилотников, да. Вот. Для Украины и для контроля за нашей акваторией можно было бы использовать и беспилотники, тем более, что эти беспилотники прекрасно себя зарекомендовали во время военного конфликта в Карабахе, кстати. Поэтому мы могли бы наладить даже здесь взаимовыгодное сотрудничество, которое бы выгодно было Украине в сфере безопасности, потому что у нас не хватает наших сил контролировать нашу границу по водной акватории. Вот. С другой стороны, Турция была бы тоже заинтересована в военных контрактах. А как вы видите возвращение наших территорий? Это исключительно политико-дипломатический путь или же военно мы не исключаем? Вы знаете, я недавно разговаривала с одним из азербайджанцев. Это обыкновенный человек, простой человек, который, когда мы общались, сказал, что у него никогда не было детства, он был беженцем из Нагорного Карабаха. Поэтому оценивая, мы можем сейчас с двух позиций оценить, да, ситуацию. И вот оценивая конфликт и как случилось вот это вот недавнее военное противостояние Армении и Азербайджана, этот простой обыкновенный человек сказал, что он думал, что когда-то эти территории вернутся, да, и он очень рад, что теперь его родной поселок, где он родился, он сможет туда поехать. Но это был военный путь. И Азербайджан медленно, но упорно шел к тому, чтобы наращивать свою мощь и военным способом эти территории забрать. В случае с Украиной, возможно ли военным путем забрать Крым? Судя по тому, насколько там развито сейчас военное дело Российской Федерации, там достроены, не знаю, уже, наверное, десятки идут на счет на десятки военных баз. Давайте не забывать, что Севастополь был, есть и остается базой Черноморского флота Российской Федерации. Сказать, что мы сможем военным путем без жертв мирного населения отвоевать нашу исконную территорию, наверное, не приходится. Да, будем объективны. Давайте С другой стороны, есть политико-правовой путь, но здесь мы должны набраться терпения, выдержки и не забывать держать вот эту вот круговую, скажем так, поруку международной коалиции, которая будет помогать нам сдерживать и давить на агрессора. Так или иначе, когда-то Крым вернется. Мы бы хотели, чтобы он вернулся как можно скорее. Давайте підключимо к нашій дискусії Володимира Фесенко, голову управління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Володимире, вот мы сейчас говорили про Крымскую платформу. Вот как вы видите возвращение наших территорий? Это возвращение лежит лишь только в политико-дипломатической плоскости или же военная тоже может быть не исключена? На данный момент я думаю, что ситуация выглядит безальтернативной именно на данный момент. Только политико-дипломатические усилия. Потому что воевать с противником, который тебя во много раз превосходит по военной силе, по ресурсным и финансовым возможностям, это просто самоубийство. Тут надо быть просто рациональным и надо быть ответственным. Знаете, нельзя играть в эмоции. Что касается военного пути, он возможен будет в том случае, если для этого возникнут соответствующие внутриполитические условия в России.
Мы наблюдали за последние, ну, мы не очно, не лично мы, а вот история наблюдала за последние 100 лет несколько ситуаций, когда распадалась Российская империя. Вот именно момент распада империи является благоприятным для того, чтобы решать политические проблемы, в том числе и военным путем. Но для этого надо быть готовым. Но это невозможно предугадать, это варианты планирования стратегического на будущего. На сегодня я думаю, что исключительный, единственный путь борьбы за Крым — это политико-дипломатический путь. Ну а если вот в долгосрочной перспективе, вот мы сейчас говорили про Азербайджан и Турцию, вот таким надежным плечом для нас может ли стать Соединенные Штаты Америки? Опять-таки, будем реалистами. Никто за нас воевать не будет. Этого не случилось в 2014 году. Более того, все, кто компетентно знаком с ситуацией, прекрасно знают, об этом говорили и высокопоставленные политики, которые тогда находились при власти, тогдашнее американское руководство прямо, открыто, ну, может быть, не в приказном порядке, но в форме очень настоятельных рекомендаций заявляла о недопустимости открытия огня в Крыму. Вот вам ответ на ваш вопрос. Поэтому будем реалистами. Я понимаю эмоции и ваши, и эмоции многих украинцев. Но надо понимать, мы ответственны не только за Крым, мы ответственны за всю Украину, ответственны за будущее Украины и украинского Крыма в том числе. А ради эмоций сейчас идти на безрассудство и на самоубийство — это значит и Крым не вернуть, и Украину погубить. Поэтому надо быть очень ответственным. Пани Светлана, вот многие сейчас эксперты, политики, журналисты говорят, что с уходом Дональда Трампа и приходом Джозефа Байдена может начаться такая консолидация сил Запада против России, и тем самым политико-дипломатическим путем деоккупация полуострова становится более реальной. Вы согласны вот с такой точкой зрения? Я бы не торопила события, потому что для того мы должны понимать, кто будет отвечать за внешний вектор в администрации господина Байдена. Будем смотреть, каким образом будут устанавливаться новые дипломатические отношения украинской стороны, украинского президента, его офиса президента с администрацией Белого дома обновленной. Будем смотреть на ситуацию, которая вырисовывается на линии противостояния США-Китай, потому что это более перспективно для американского правительства, и ближайшие месяцы и годы это будет главное направление внешнего вектора для Соединенных Штатов Америки. Мы не будем в перечне первоочередных задач США. Давайте будем, вот как говорит Владимир Вячеславович, реалистами. Вот. Поэтому для нас, конечно, было бы перспективно, если бы Соединенные Штаты Америки вошли в крымскую платформу дипломатическую. Это бы усилило, ну хотя бы усилило ситуацию, да, когда нас как бы подсвечивают, усиливают, да, за нас есть определенная такая поддержка. Но еще важно, если это будет сразу в двух направлениях по Российской Федерации, скажем так, давление. Я не могу сказать, что это был бы удар, если бы Соединенные Штаты Америки подключились и к разрешению одновременно по Крыму, и к разрешению конфликта на Донбассе. Вот тогда бы, возможно, мы говорили относительно того, что Соединенные Штаты Америки делают ставку на решение быстрое, решение конфликтных точек, горячих точек в европейском континенте и именно на территории Украины. Пока я бы не спешила говорить, что уже победа у нас в кармане, потому что Байден победил, и сейчас ситуация изменится. Она может меняться очень медленно. Пане Володимире, ви неоднократно в наших эфирах говорили о том, что для Украины важно, для Украины необходимо сохранить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, вот как вы думаете, как будет выстраивать Джозеф Байден свою политику в отношении Украины, учитывая, что он неоднократно говорил о том, что приоритетом во внешней политике для него будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии?
Действительно, это будет один из приоритетов, во всяком случае, по отношению к Украине, поддержка Украины, укрепление украинского потенциала, противодействие российской агрессии. Это будет один из приоритетов. Второй приоритет, это уже тоже достаточно очевидно, и уже есть заявление на этот счет. Тем более, точно так же Байден действовал, когда был вице-президентом, это поддержка антикоррупционных институтов в Украине, антикоррупционного законодательства. Вот это и поддержка, естественно, реформ, структурных реформ в Украине, модернизации Украины. Вот это главные приоритеты. Я, кстати, вот абсолютно согласен со Светланой в том, что действительно, наверное, Украине сейчас в отношениях с США надо сосредоточиться на более активном подключении Соединенных Штатов к Крымской платформе. Это самое главное. Потому что одна из особенностей политики США при Байдене, при президентстве Байдена, будет более тесная координация внешней политики на европейском континенте с Европейским Союзом. Это, кстати, будет касаться и НАТО, и будет касаться европейской политики. И вот здесь через США мы можем расширить число участников Крымской платформы, сделать Крымскую платформу более действенной, более активной площадкой. Она только начинает свою работу, это лишь начальная фаза. И вот исходя именно из реалистического подхода к внешней политике, надо сосредоточить усилия именно на этом, на том, чтобы США помогали становлению, развитию, укреплению Крымской платформы. Это самое главное. Но вот эта координация с Европейским Союзом, она может быть взаимовыгодна. Через Соединенные Штаты мы можем вовлекать в работу Крымской платформы как можно больше европейских стран, что опять-таки важно для борьбы за Крым. Плюс ко всему прочему мы понимаем, что с приходом новой администрации США вряд ли проблематика Северного потока уйдет в периферию. Вот сегодня было такое сообщение от действующего президента США Дональда Трампа, который пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он включает в себя, в частности, предусмотренные новые санкции в отношении строительства компаний, причастных к строительству «Северный поток-2». Об этом написал на своей странице Twitter Дональд Трамп. Он заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей. Давайте вместе его цитату послушаем. Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інгоф не буде включати пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту про оборону. Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Пане Володимире, что это будет означать? Ну, в данном случае это не демарш против санкций относительно Северного потока-2, потому что при Трампе эти санкции появились. Дело не в санкциях. Здесь внутриамериканские разборки. Нам не надо в них вмешиваться. В конце концов, сейчас осталось вот буквально меньше 2 месяцев для смены власти. Я думаю, что вот в ближайшие недели состоится коллегия выборщиков, или она чуть позже будет. Но все будет решено окончательно. В конце января должна быть инаугурация нового президента. Вот надо немножко подождать. Я думаю, что и ситуация с бюджетом будет урегулирована. Кстати, тоже один из важных моментов, который вот может помочь и контактам, и развитию проблематики Крымской платформы, и восстановлению активных отношений между США и Украиной, это тема визита президента Украины в США. Эта тема поднималась еще при Трампе, но наши дипломаты совершенно правильно сделали, что не форсировали это. Нет смысла было ехать с официальным визитом в США в предвыборный год выборов точнее. А вот сейчас самое время. И не только ради интересов таких сугубо имиджевых, а именно ради интересов государственной политики. Надо выстраивать контакты, тесные личные контакты с новым президентом США и вот продвигать такие вопросы, как Крымская платформа, ситуация переговоров по Донбассу. Целый ряд важных для нас вопросов, в частности, укрепление нашего военного, оборонного потенциала, поддержка украинских реформ. То есть есть о чем говорить с новым американским руководством. Поэтому крайне важен, с одной стороны, вот этот визит украинского президента в США, с другой стороны, чтобы в Киеве как можно быстрее, наконец-то, появился посол США. Не временный поверенный, а именно посол США в Украине. Вот тогда наши отношения станут более тесными, системными, будут работать на всем уровне взаимодействия. Пані Світлана.
Но я тут, наверное, поддержу Владимира, потому что кстати, мы ожидали, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине появится, и в Белом доме практически согласовали одну из кандидатур, но видите, как выборы развернулись, поэтому подождем назначения, вот, и посмотрим на дальнейшие шаги, которые будут осуществляться в направлении Украины новой администрацией Белого дома. Кроме всего прочего, так или иначе, мы никуда не денемся от экономической и международного сотрудничества с Мгм. США, поэтому и по этому вектору нам нужно тоже продвигаться. И, возможно, как раз то, о чем говорит Владимир Вячеславович относительно нового визита или первого визита к новому главе Белого дома Владимира Зеленского, это будет первый шаг, это только первый шаг на пути становления более тесных контактов. Тем более, что, допустим, для Джозефа Байдена Украина такая достаточно известная, поэтому и здесь у него остались и остаются, и будут опять, я думаю, обновляться определенные дипломатические и политические контакты. Поэтому, возможно, здесь мы можем продвинуться чуть дальше. Мгм. Пане Володимире, вы упомянули Донбасс, и я бы хотела успеть еще обсудить этот вопрос, ведь ряд вопросов по Донбассу не решены, как мы видим, и открытие КПВС, то есть не открыла, да, российские марионетки, российская сторона. И мы видим, как сорванный сейчас обмен пленными, не решен вопрос разминирования этой территории. Вот уже скоро 9 декабря, проходит год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Что ждать дальше? Будет ли представлен какой-то план «Б»? Ну, что касается плана «Б», подождем. Нам сложно говорить за президента Зеленского и его офис, какой именно они план представят. Я думаю, что не надо ждать сенсаций. Не надо ждать, что как-то кардинально на 180 градусов поменяется политика по Донбассу. Может быть представлена не другая стратегия, а другая тактика. В частности, акцент на том, что прежде всего в ближайшей перспективе надо решить вопросы безопасности. Об этом говорилось и раньше, но сейчас есть предпосылка. Надо сохранить и сделать более действенным перемирие, потому что оно формально сохраняется, но сейчас ситуация такая неустойчивая, на грани, я бы сказал. Формально никто от перемирия не отказался, и уровень боевых действий сильно снизился. Но при этом нарушения стало больше, вот в ноябре в частности. И надо ситуацию вернуть хотя бы к тем соглашениям, которые были в конце июля. Добиться того, чтобы не использовали беспилотников, чтобы не использовали снайперскую войну и так далее. И выполнять то, о чем вы сказали. Это ведь тоже договоренности. По КПВВ договорились 10 ноября открыть, а Россия заблокировала. И по обмену Россия заблокировала. Я надеюсь, что это временная ситуация. Мы не должны идти на уступки России ради того, чтобы был обмен до Нового года. Это важно, это нужно, но не должно быть неоправданных уступок. Поэтому я думаю, что это временные трудности, но и кардинального изменения в политической ситуации вокруг Донбасса, особенно по политической части Минских соглашений, не произойдет. Тут тоже надо быть реалистами. Но все-таки, я думаю, при Байдене переговорный процесс может активизироваться, в частности, из-за более активной роли США в этих переговорах. Если опять появится спецпредставитель США по переговорам и по Украине, то это может способствовать более активной роли США в переговорном процессе. Пани Светлана, ваше видение как? Я как раз, Буквально минутка-полтора. Да, возможно, демократы все-таки вернутся к временному поверенному, либо к спецпредставителю по Донбассу. И, возможно, мы можем добиться даже спецпредставителя по Крыму, если мы будем вести диалог с международными партнерами и объяснять им, почему их присутствие здесь для нас очень важно. Дякую дуже. Світлана Кушнір, політолог, була з нами на прямому зв'язку, та Володимир Фесенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Дуже дякую вам, Чухсаголнес. Ну а я вынужден с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, а буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Пашаев». Не пропустите. Коршкенч.